Шайдак Начин родился в поселке городского типа Каахем в республике Тыва. А 3 года назад по семейным обстоятельствам Начин с младшей сестрой переехали в Якутию, к родной тете в Нюрбинский район. На родине остался только старший брат. Тетя Начина, Федотова Чайгана Эрепооловна, живет в Якутии уже 30 лет и встретила племянников в Сюлинском наследии. Сестра Шараана сейчас учится в Нюрбе в 10 классе. Начин решил выучиться на профессию пожарного. Поступил в Верхнеюлийский техникум. На данный момент он студент 3-го курса. А как сюда приехали? Мы в первый год сначала учились дистанционно, потом после 1-го курса на 2-й курс уже очно учились. Сестра тогда 9 класс закончила, сейчас в 10-м. Я сейчас в 3-м курсе учусь на пожарного. Эту учебу мне подсказал брат двоюродный. Сейчас он в армии. Он сказал то, что здесь пожарные учатся. Если хочешь, приезжай, сказал. И по семейным обстоятельствам так получилось, и приехал с сестрой. Поначалу было непривычно. Они говорили, типа там, мы думали то, что ты саха, там, якут. Но потом со временем очень интересно стало. Разные мероприятия участвовал. Всегда проходило весело, красочно. Был такой маленький, но а так у нас в 1-м курсе учеба прошла на дистанционном формате, так как в связи с ковидом. Но за год обучения в нашем техникуме зарекомендовал себя только с положительной стороны и характеризуется преподавателями как ответственный, отзывчивый, целеустремленный студент. Живет Начин в общежитии, в комнате их 2. С его соседом Максимом они стали очень близкими друзьями, и даже больше они называют себя братьями. Учатся в одной группе, занимаются после пар вместе. Их встреча, можно сказать, не случайна. Очень уж много совпадений. Я здесь пришел ночью, потом утром ко мне приходил Начин, там познакомились, что, как, кто, откуда. И у нас дни рождения одинаковые, год, день. Вот. Даже удивило это. Вместе стали там обладатели стипендии главы Республики Саха-Якутия. Но мы братья не по крови, но названные братья. Хороший пацан, талантливый. Занимается спортом. И в спорте много у него достижений. И у меня с ним соперничество спортивное. Уже самостоятельно, уже сам сделаешь. Никто не подскажет, никто тебе помогать не будет. Все сам. А в школе там помогают. И близкие, родные, мать им близко. А здесь уже сами только. Это уже взрослые люди. Сейчас я буду готовить тувинское блюдо под названием тават-алган, быстро приготавливающий. Это чай традиционный с солью, с молоком. Наливаю воду и отмешиваю. Вода горячая. Потом само долга, долга. Чуть заливаю. И примерно 50-70 граммов. Сейчас сахар добавим. И топленое масло, сажах называется. Мерен, так уж много. На глаз? Ага. Раз и добавляю чай.
Дома была на плов и рис с курицей, салаты, стейки, пельмени, бузы, пирожки. Ну, примерно с 3-4 класса уже мама научила там. Там уже готовил лепешку, жарил на сковороде. Кашу по утрам готовил. Ну, манную, рисовую. Вот и все. Готово. Сейчас делаем. Пробовал бурпах и вот сырое мясо, конина. Вот оладьи, еще сметана. Мы не кушаем сырое. Сначала не понравилось. Как-то странно было, непривычно. Потом стало привычно. Просто попробуй и чаем пьешь. Вкусно. Четко. Студенческая жизнь Начина очень насыщенная. Помимо учебы он занимается спортом, танцами, участвует во многих конкурсах и соревнованиях, защищает честь техникума. Все достижения оценили, и в этом году его избрали председателем самоуправления. Сегодня собрание активов и на планы недели. Так, в среду 1 февраля планируется лекция с лекторами инспектор БТН и участковым полномоченным Верхнеудинского района на тему о запрещенных местах курения среди несовершеннолетних и распития алкогольных напитков в общественных местах. И в четверг будет спортивное мероприятие «Ответственным будешь ВУЗ». И в пятницу викторина на тему блокада Ленинграда с группы по 2 человека. Конференц-зале 2:30. С каждой группы 2 человека. С каждой группы, да, 2 человека. На лекции будешь ответственным Иван. Так точно. У кого какие предложения? Каждую неделю будет проводиться спортивные мероприятия. Да. Ну, в школе было проще, но здесь техникум уже больше ответственности. Физически Начин сложен хорошо, проворный и ловкий. На родине в Тыве он занимался вольной борьбой, а по приезду в Якутию заинтересовался национальным видом единоборства Капсагай. Сейчас занимается в ДЮСШ тренер Увар Тимофеев. Танец Аллах вокруг ковра. Несколько движений. Василий Шайка. Через. Батька урежь. Хайм, видно, видно. Вот, говорят, они хай. Я вижу, что он хорошо тренируется, профессионально, как бы хочет спортом заниматься. Не пропускает, не опаздывает, главное. И пару соревнований боролись. Ну, какое-то вот похожее с ихним тувинским борьбой. Ну, наша борьба тоже похожа, но я их борьбу тоже знаю, как бы на кушаках, как бы в трусах.
С захвата они борются, как бы. А у нас как бы в шортах и без захвата. Из-за этого, наверное, чуть-чуть не знают. И у них как бы абсолютная только, наверное, борьба. Ну, которые побольше ребята только борются в Туве. А у нас уже по весам тоже вот, более-менее развита национальная борьба, чем у тувинцев. А у них, если вот смотреть по вольной борьбе и по сумо, очень развиты. Они вот из-за этого выступают по сумо и по вольной, и по классике. Там очень хорошие ребята. Ну, начин очень хороший, перспективный. Ну, по учебе тоже очень хорош по ходу. Ну, хвалят. Оснащение Верхневлюйского техникума очень хорошее, особенно для практических занятий есть все, что душе угодно. Студенты показывают красивую командную работу. Преподаватели отзываются о начине как о старательном, прилежном студенте. Шайдак начин усидчивость хорошая, нормальная. Все заданные, во время пары выполняет задания вовремя. Человек старается очень, даже очень, можно сказать. Быстро понимает, схватывает на лету. Наша задача готовить курсантов не только соревнованиям, просто в жизненной ситуации. Это как бы все равно в будущем они выберут какую-то профессию. Очень надеемся, что выберут профессию по образованию, спасатели, пожарные. Все думают, что пожарные, спасатели должны быть очень сильными людьми, но они, да, это есть. Физически они должны быть сильными, но и они должны знать теорию. То есть думать в таких нестандартных ситуациях, выходить из таких ситуаций как-то психологически должны быть готовы к этому. Это дает субординацию, стабильность, ответственность. Вначале было сложно командно работать. Тренировались много, потом-то друг друга понимать начали. Все хорошо складывалось. Шайдак Начин – студент из далекой Тувы с продуманным планом и четко поставленными целями, большими уверенными шагами идет вперед к взрослой, самостоятельной жизни.